Пострадавшая при пожаре вторая Сухумская школа распахнет свои двери для учеников после осенних каникул. В 2 учебных корпусах полностью завершен ремонт. Во всех классах проведены внутренние отделочные работы. Установлены новые прочные двери, уложены паркетные полы, а в коридорах керамическая плитка. Также была полностью проложена новая сантехника. Раньше были металлические алюминиевые трубы, которые гнулись и ломались. Постоянно это была их большая проблема. Сейчас полипропиленовые мы заменили полностью. Санузлы были заменены чашей Генуи, полностью поставлены новые раковины. Единственное, что мы после 12 числа в санузлах ждем перегородки. В помещении школьной столовой также был произведен капитальный ремонт. Здесь была заменена водопроводная система, установлена новая сантехника и проведена система горячего водоснабжения. Что касается административного корпуса школы, то здесь ремонтные работы еще идут. Данный корпус является памятником архитектуры. Он очень старый, стены очень большие. Стены в большей части собой представляют известняк, старый кирпич. Данный корпус пострадал больше всего. То есть это пожар, на нем не было больше всего времени кровли. В этот момент так случилось, стихия его затопила. И данный корпус, он очень сильно у нас промок. Это единственная причина, по которой на данный момент в нем идут работы. Мы не можем проводить работы, пока корпус полностью не высохнет. Пока идет ремонт в административном корпусе здания, для безопасности детей все ходы к нему перекрыты. Теперь ученики будут заходить в школу со стороны улицы Гардзенба. Не решен пока что и вопрос организации учебного процесса, так как в административном крыле школы также расположено много учебных классов. Центральная часть, историческое здание, еще не будет готово, а у нас там 4 учебных помещения, то есть 8 классов нам негде будет поместить. Для 2 классов мы найдем резерв, а вот 6 классов мы решаем этот вопрос и даже посоветуемся с родителями, как лучше оставить 6 классов временно в Альфе в одну смену, как они занимались, в первую, или как вот сейчас занимаются дети в Альфе, пустить их в 3 смены. Ну, вот этот вопрос мы будем решать. Конечно, и дети, учителя готовы заниматься в 3 смены, лишь бы вернуться в родные стены. Во время пожара большая часть школьной мебели пострадала. Уже через несколько дней должны завести новый инвентарь, а также новое оборудование для кабинетов химии и физики. Сформировали полностью весь необходимый инвентарь для того, чтобы полноценно школа работала. На сумму 7 миллионов 200 тысяч рублей. Туда входят наглядные пособия, парты, столы, стулья, доски. Уже после осенних каникул учащиеся второй Сухумской средней школы смогут вернуться в родное учебное заведение. А ремонт административного корпуса здания планируется завершить до конца текущего года. Алика Трапш, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.